На очередном заседании Кабинета министров, прошедшем под руководством первого заместителя председателя правительства Северной Осетии Азамата Хадикова, была утверждена величина прожиточного минимума. В расчете на душу населения он составит 7284 рубля. Также членами правительства одобрена методика оценки эффективности использования иностранной рабочей силы на территории республики, предложенная председателем Комитета по занятости населения Ларисой Каболовой. В республике успешно продолжается внедрение системы электронного документооборота. По словам председателя Комитета по информационным технологиям и массовым коммуникациям Сослана Дзансулова, цель мероприятий к концу года полностью отказаться от обычного бумажного обращения. Министерством туризма, предпринимательства и инвестиционной политики создана рабочая группа во главе с председателем правительства Сергеем Такоевым по формированию и реализации дорожной карты, внедрению национального рейтинга состояния инвестиционного климата республики. Мы обязаны, выполнить это важное поручение, которое дал президент, и с инициативы, с которой стартовало агентство стратегических инициатив. Поэтому вот сейчас формируется рабочая группа. Руководить рабочей группой будет лично председатель правительства Сергей Керменович Такоев, поэтому даже из одного этого факта можно сделать вывод об очень важной значимости подобного рода рейтинга. Заместителем будет являться Константин Эдикович Габисов. И очень большой состав в рабочей группе всех необходимых ведомств и органов исполнительной власти, которые в общем целом и формируют инвестиционное поле и инвестиционную привлекательность нашего субъекта. Очень важное значение будет уделяться в этом рейтинге, и оцениваться субъект будет по таким важным показателям, как временные затраты, допустим, на выход на строительную площадку, вопросы аренды земельных участков, другого имущества для реализации инвестиционных проектов, вопросы административных барьеров. Северная Осетия динамичными шагами идет вперед по пути модернизации и развития. Об этом и не только шла речь на встрече президента Российской Федерации Владимира Путина с главой республики Таймуразом Мансуровым. Средняя зарплата у нас она тоже выросла на 110%. За основу берутся 100% 2013 года, то есть это 18 664 рубля средняя заработная плата. И в 2014 году у нас получается 20 530 рублей средняя заработная плата, пока прогнозируемая. За 2013 год она уже утверждена Росстатом, цифра эта. В 2014 году она пока прогнозируется. Мы делим 2014 год на 2013 и получаем вот эти 10%. 100% это база, от которой мы считаем. То есть не мы, а Росстат. Повышение затронуло все профессии, социальный блок, и финансовый блок, и военных, и госаппарат. То есть все, кто-то больше, кто-то меньше. 21 469 рублей – средняя заработная плата учителей по данным Министерства образования и науки республики. Из каких показателей складывается? От чего зависит? И за какие заслуги начисляется подобное жалование? Что происходит на местах? И реально ли учителю получать зарплату в 20-30 тысяч? Мы решили выяснить самостоятельно. 43-я Владикавказская школа принимает ежедневно 779 учащихся. Занятия в ней проводятся в одну смену. Стоимость одного ученика час составляет в этом учебном заведении 3 рубля 80 копеек. Под руководством директора Аиды Цаликовой 51 педагог. Из них 29 получают стимулирующую часть зарплаты. Для того, чтобы получить хорошую зарплату, нужно очень хорошо поработать. Есть учителя, которым начислено 37, 40, 42 тысячи, 35 тысяч, 30 тысяч. Есть учителя, которым начислено 11 тысяч, 12, 15. 14-я школа в следующем году отметит 120-летие. Она рассчитана на 600 мест, однако сейчас в ней обучается 353 школьника. Стоимость ученика час составляет 3 рубля 10 копеек. Педагогический коллектив состоит из 29 учителей, 22 из которых получают стимулирующую часть зарплаты. Несколько раз поднимался вопрос об объединении 14-й школы с более крупной 44-й в целях оптимизации учебного процесса. Дело в том, что расположение школы таково, что она находится в окружении новых больших школ. Это и 30-я, и 44-я, и 43-я школа. И поэтому очень многие родители считают, что лучше отдать ребенка туда. Хотя это не говорит о том, что в нашей школе работают плохие учителя. Очень хороший педагогический коллектив, который тоже добивается неплохих результатов. Но еще сказывается и то, что сам район, микрорайон школы – это
практически частное домовладение. Здесь люди живут очень долго, и в основном здесь живут пенсионеры. Те школы, которые сегодня не выполняют свои планы приема детей, они должны призадуматься, из-за чего это происходит, и привлекать в свои стены учеников. И если классы в школе нормативной наполняемости, то зарплата учителей должна получаться на том уровне, на котором она сегодня у нас запланирована. То есть мы сегодня добиваемся того, чтобы заработная плата учителей равнялась как бы заработной плате по региону. Настоящая система оплаты труда учителей была введена в России в 2008 году. Именно тогда заработная плата была разделена на базовую и стимулирующую части. Базовая часть – это гарантированная часть заработной платы педагога, которая рассчитывается исходя из стоимости ученика часа, количества детей в классе, значит, надбавок за квалификационную категорию, за приоритетность предмета и за количество проведенных часов в каждом из классов. И есть еще такие надбавки учителей, как для стимулирования повышения квалификации 20% они получают к базовому окладу. Есть доплата за классное руководство 15%, есть доплата за неаудиторную деятельность. У учителя начальных классов 43-й школы Тамары Николаевны Пономаревой более 25 лет трудового стажа, высшая квалификация, победа в профессиональных конкурсах, десятки исследовательских работ. В прошлом году она стала финалистом российского конкурса «Национальный проект образования». Сейчас в ее 4 А 29 детей. Также она проводит занятия в подготовительной группе, в которой обучается 22 человека. Общая ее нагрузка – 20 часов в неделю. Я участвовала в исследовательской работе, и мы сделали с дядей башню. Она находится в Куртатинском ущелье. Тамара Николаевна Пономарева. Она получила у нас зарплату в этом месяце начисленную 35 137 рублей. Но она у нее складывается и из базовой части 23 300 рублей и стимулирующей 11 127 рублей. Также она у нас является руководителем метода объединения, и за это она у нас получает 700 рублей. Есть у нас, конечно же, учителя, кто получает и больше зарплату, до 40 тысяч начисления. Ну, есть, конечно, и кто и меньше. Учитель, который хочет получить стимулирующую надбавку, он пишет заявление. У нас есть комиссия по распределению стимулирующих надбавок, то есть это не так, вот кому директор захотел, тому и начислил. Туда входят все заместители директора, туда входит профсоюз, и туда входят учителя, члены педколлектива, которых выбрал сам педагогический коллектив на общем трудовом собрании. То есть это люди, которым доверяют. Нина Андреевна Тугарева, учитель начальных классов, сама окончила 14-ю школу. После пединститута вернулась в свою школу, где преподает на протяжении 45 лет. Сейчас ее нагрузка 18 часов в неделю. Занятия она проводит в 4 классе, в котором обучается 29 ребят. Одна из наиболее высоких зарплат у нас в школе получилась у учителя начальной школы Нины Андреевны Тугаревой. Это учитель с высшей категории, учитель, у которого в классе более 30 детей, потому что от количества детей в классе зарплата тоже зависит. Это учитель, имеющий стаж более 49 лет. И учитель, который получает одну из самых высоких стимулирующих надбавок. Это результаты и в предметных каких-то олимпиадах, предметные конкурсы и внеурочные мероприятия. И вот сколько составила? Ну, ее зарплата составляет около 18 тысяч. У двух учителей, работающих в разных учебных заведениях, с практически одинаковой нагрузкой и равнозначными заслугами, зарплата разнится без малого вдвое. Чтобы понять, почему так происходит, мы обратимся к министру образования и науки Северной Осетии Алану Огоеву. Нет единого мнения по поводу этой системы оплаты труда. В рамках анализа видно, что какие-то школы, которые приняли те рекомендации, которые были даны Министерством образования, рабочей группой по разработке и внедрению данной системы оплаты труда, смогли выйти на достаточно хорошие высокие показатели в оплате труда, которые превышают среднюю по экономике сегодня. Заработная плата в каком-то периоде времени она показывает положительную динамику. Вопрос,
показывает ли положительную динамику качества образования в республике. Вопрос о том, как происходит повышение квалификации учителей. То есть вопрос, кто на самом деле получает зарплату выше, чем средняя по экономике, а кто получает ниже. То есть какие учителя загружены, а какие не загружены. Здравствуйте, Людмила Сулеймановна. Сейчас достаточно активно обсуждается вопрос заработной платы учителей. Учителя смело говорят о том, что получают мало и сомневаются в прозрачности системы оплаты труда. А можем ли мы также смело говорить об уровне подготовки специалистов? Готовы ли они давать знания, которые реально нужны школьникам? Конечно, есть разные объективные причины, почему у них разная зарплата, но что сказать о качестве квалификации наших педагогов, то, конечно, уровень преподавателей наших по различным предметам, он различный. Есть предметы, которые имеют, есть учителя, которые высокого уровня, и в преподавании предмете, и показания результатов по качеству образования обучающихся. А есть учителя, которые имеют низкую квалификацию. Это, конечно, учителя, которые давно не были у нас на курсах на повышение квалификации, которые не занимаются самообразованием, которые им не уделяется должного внимания в школах. Потому что качество образования начинается с внутришкольного контроля в школе, с урока и внутришкольный контроль в школе. У нас есть аттестация педагогических кадров. Конечно, если учитель не проходит аттестацию, то, соответственно, его уже к школе не допускают. Но первый раз не прошел, то его снова направляют к нам на курсы повышения квалификации. И только если он второй раз не проходит аттестацию, тогда его не допускают. Конечно, это контролируется Министерством образования и науки нашей республики. Если сравнить с общероссийскими показателями, в каких предметах знания осетинских школьников слабее? Ну, по проведенному анализу результатов ЕГЭ в этом году, как раз-таки наш уровень предметов, таких как, например, русский язык, математика, физика, идет еще география, информатика, показали ниже российского уровня. А в каких, например, предметах сильнее наших? Химия. Показали неплохой результат. История тоже немножко слабее показали. Английский язык. Способна ли ЕГЭ давать объективную оценку работе учителя? Нет. Вообще, даже в Российской Федерации такой практики нет. Использовать ЕГЭ как объективную оценку профессионализма учителя. То есть много есть проблем, критериев, которые оценивают профессионализм учителя. А ЕГЭ не считается результатом, и поэтому даже в критерии по аттестации этот показатель не входит. А как вы считаете, что может дать на сегодня нам объективную оценку работы учителя? Что нам может дать объективную оценку учителя? Это только результаты его работы. Это то качество, которое он показывает в школе, на уроке, к итоговой аттестации тоже учащихся. Вот как раз-таки профессионализм учителя – это использование новых методик, новых подходов, различных вариативных форм подготовки ребят к итоговой аттестации. Вот если они используют новые технологии, это тоже один из показателей. Нельзя назвать. Личный вклад можно учителя, участие его в профессиональных конкурсах, участие в различных форумах, это использование новых учебно-методических комплектов, которые внедряются. Все это может показать профессионализм учителя. Если учитель не работает прежде всего над собой, он не будет профессионалом. И учитель профессионал до тех пор, пока он учится.